Введение режима повышенной готовности республики повлияло на работу всех медицинских учреждений, в том числе Ухтинской станции переливания крови. Доноров теперь принимают только по предварительной записи, а рекомендуют им иметь при себе защитную маску. Вот только во время процедуры забора крови ее все же вынуждены опускать, чтобы наблюдать за состоянием пациента в процессе процедуры. Кстати, между креслами в зале теперь выдерживают необходимое расстояние. Но главное изменение в работе станции переливания крови – новый вид процедур – забор антиковидной плазмы. Она содержит защитные антитела и будет переливаться строго по показаниям, по заявкам медицинских организаций, где лежат такие больные, тяжелые больные. И, в общем-то, по методическим рекомендациям должен быть именно положительный эффект в плане выздоровления. В Ухте забор плазмы начали проводить с конца апреля. Требования к донорам стандартные. Возраст от 18 лет, масса тела не менее 50 килограммов, отсутствие хронических заболеваний. Дополнительно необходимо официальное медицинское заключение о перенесенном COVID-19 и 2-3 отрицательных теста на инфекцию, взятые не ранее 2 недель после выписки. Мы их принимаем после основного потока доноров, они к нам приходят уже после того, как все уходят, проходят предварительный опрос, предварительное обследование. Мы перед донацией определяем наличие антител экспресс-методом иммуноглобулины М, иммуноглобулины G. Если донор проходит первичный этап отбора, то он у нас проходит на последнее кресло и сдает плазму на аппарате. Процедура достаточно быстрая, 40 минут. Сегодня сдавать плазму пришел Магомед с женой Татьяной. Мужчина переболел коронавирусом с двусторонней пневмонией в период с середины мая по начало июня. Признается, почувствовал недомогание сразу после возвращения из Дагестана через Ростов. Симптомы были классические – температура, сухой кашель, потеря аппетита и, главное, обоняние. А потому почти сразу после поезда мужчина вызвал скорую на дом, которая госпитализировала его. Процедура КТ выявила двустороннюю пневмонию, а взятый спустя 4 дня анализ подтвердил COVID-19. Через 4 дня пришел положительный ответ. Сразу же позвонили мне, сообщили об этом. Через дня 3 приехали ко мне уже, получается, как медсестра с больницы. Взяла анализ тоже на ковид. Я все это время была дома, получается, на самоизоляции. И через неделю, неделя прошла, дней 7-8, пришел анализ тоже отрицательный у меня уже. А все это время он лежал в больнице, ему кололи антибиотики, капельницы, уколы. В общей сложности Магомед провел в больнице 3 недели. Заболевание протекало тяжело, но врачи приложили все усилия и держали ситуацию под контролем. А родственники, приболевшим ковидом в другом регионе, подобного не скажешь. Там все было гораздо сложнее в плане оказания помощи, рассказывает мужчина. А в качестве здравоохранения в коме он убедился лично. И заодно открыл для себя неожиданные народные средства. Температура начала подниматься 37, 38, 39, вот так вот. Кашель началась, дышать невозможно было. Тяжело было, конечно, я переборол эту болезнь. Боролся я. Воды очень много воды пил. Каждый час, каждые 2 часа я пил воды. И вода мне помогла, честно. И врачи мне помогли. Спасибо им, дай бог им здоровья. Сдать плазму Магомеду предложили на станции переливания крови. Позвонили и позвали. Его жене уже случалось быть донором, поэтому она разъяснила супругу все нюансы процедуры и поддержала. Когда мне позвонили, сказали, что другим людям надо помогать. Я думаю, отказываться нельзя. Я думаю, тот, кто переболел, обязан помочь этим людям. Они нам помогают, врачи, мы выздоравливаем. И я считаю, что мы должны помочь теперь больным людям, которые сильно очень болеют. После сдачи антиковидной плазмы донор по стандартной схеме получает справку на 2 дня отдыха и компенсацию. А вот в плазме предстоит тщательная проверка на так называемый титр антител к коронавирусу и, самое главное, процесс вирус-инактивации, который позволит избежать карантинного хранения. Ему обычно подвергают плазму крови, и он дает возможность как можно скорее применить ценный материал. Любовь Лапина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.